Врачи – главные герои в борьбе с пандемией. Сегодня многие из них работают без выходных, буквально на износ, и каждый день рискуют своим здоровьем ради спасения других. Однако для того, чтобы делать свою работу, им часто не хватает элементарных вещей – масок, перчаток, защитных костюмов. Поэтому фонды, предприниматели и граждане по всему миру сегодня пытаются помочь врачам, обеспечивая их самым необходимым. Сотрудники акционерного общества «Уфанет» в городе Дюртюли решили оказать помощь местным медикам. Коллектив закупил оборудование, средства защиты и разделил их между несколькими учреждениями здравоохранения. Помощь оперативно доехала и до илишевских медиков. В нынешней ситуации, связанной с пандемией коронавируса, компания «Уфанет» продолжает проводить линии связи, как телевидение, интернет, точки доступа Wi-Fi и видеонаблюдения. Однако это не вся помощь, оказанная в рамках компании. Наши сотрудники проявили желание собрать сумму и закупить необходимое оборудование для больниц. Мы собрали необходимую сумму и разделили ее между несколькими больницами. Для районной больницы Илишского района мы закупили рециркулятор воздуха и маски экрана. Хотим выразить огромную благодарность компании «Уфанет» за предоставленную материальную помощь в организации наших противоэпидемических мероприятий и мероприятий по организации медицинской помощи для пациентов с коронавирусной инфекцией. Предоставленные нам защитные пленки и рециркуляторы будут направлены в госпиталь для работы наших сотрудников. У нас рециркулятор, который был предоставлен компании, он предусмотрен для обеззараживания воздуха в помещении, и он удобен тем, что его можно использовать в присутствии пациентов. Как мы уже знаем, пациентам нельзя выходить из палаты, и это нам предоставляет возможность обеззараживать воздух прямо в присутствии пациентов. В такое трудное для всего человечества время важно не быть равнодушным, важно объединять усилия, важно быть хотя бы благодарным. Помогай другим, поможешь себе. Когда мы вместе, мы сильны. Алина Хадимуллина, Ренат Хатимуллин, телерадиокомпания «Илиш».